Уважаемые коллеги, давайте будем начинать. Я вас приветствую на третьем вебинаре в рамках нашего программы обучения по сопровождению конкурса президента Саха-Якутии. И сегодня второй блок по социальному проектированию, в котором вы будете рассматривать вопросы команды, ресурсов, организации и остальные блоки, которые касаются социального проектирования. Я с удовольствием представляю вам еще одного сотрудника нашей организации, Наталья Альбертовна Бадяева. Вот она там за Ириной Олеговной чуть-чуть вдалеке. Вот она, вот видите, машет нам рукой. Наталья Альбертовна финансовый директор и, в общем, работает в Сибирском центре с 97-го года. Поэтому очень большой стаж и очень большой, естественно, опыт и по поводу составления бюджетов, и по поводу вообще финансового управления некоммерческими организациями. Ну и, соответственно, она тут поизучала ваш конкурс. У нее, конечно, есть некоторые вопросы. Я думаю, что будет трудно и заявителям, и экспертам. Но что сделать, раз уж так у нас конкурс пошел. Я, коллеги, в общем, отключаюсь. Если честно, мне нужно бежать на следующий, на ВКС правительства. Поэтому, соответственно, с удовольствием передаю слово и Ирине Олеговне, и Наталье Альбертовне. Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое, что пришли на наш семинар, на наш вебинар. Давайте, наверное, мы традиционно начнем с чего? Мы пока запускаем презентацию нашу, я представлю план нашего вебинара, и мы начнем. А вас пока попрошу в чате написать, давайте одним словом договоримся, максимум двумя словами, какое у вас сегодня настроение. У вас уже часть дня прожита, вот какое настроение прямо сейчас, в момент. Раз уж у нас вебинар, да, и мы не можем пообщаться напрямую. Итак, вы пишите, какое у вас настроение, мы запускаем нам презентацию. Так. Угу, что-то не видно. Паша? Почему у нас не видно нашу презентацию? Давай. Зато в чате ответ пошли. О, все, спасибо. Так, ну что, как настроение? Давайте посмотрим. Так, где тут у меня чат? А я не могу. Вот, я могу его посмотреть, да, наверное. Угу. Так, ну что, уважаемые коллеги, настроение рабочее, боевое. Давайте, наверное, тогда начнем. У нас сегодня с вами второй вебинар по теме «Основы социального проектирования». И сегодня мы будем говорить о ресурсном обеспечении проекта. О двух видах ресурсов сегодня мы с вами будем говорить. Во-первых, о человеческих ресурсах, о команде проекта и о финансовых ресурсах. Мы будем сегодня говорить о том, как выстраивается бюджет проекта. Значит, сначала мы с вами, давайте представлю план нашего вебинара. Для начала мы очень коротко повторим основные компоненты социального проекта, о которых мы говорили в прошлый раз. Дальше мы поговорим о том, как создается команда проекта, кто в нее может входить, на каких условиях. Это такая у нас не очень большая будет тема, потому что следующая тема «Принципы составления бюджета проекта» – это наш сегодня основной фокус, и мы посвятим большее количество времени именно этой теме, бюджету проекта. По ходу рассказа о команде и о бюджете мы будем говорить и о том, как это упаковывается в форму заявки, в какие разделы заявки это укладывается.
Если у вас будут возникать какие-то вопросы, я попрошу вас зафиксировать их, потому что ваши микрофоны сейчас пока на время вебинара выключены, потом в конце у нас будет время, и вы сможете задать свои вопросы. Я думаю, что особенно по бюджету у вас будут вопросы. У меня вот, например, каждый раз после вебинара по бюджету или после семинара по бюджету вопросы возникают. Наталья Альбертовна на них ответит. Если будут вопросы по команде, я точно так же с удовольствием отвечу на них. Давайте вспомним вот эту вот картинку со столбиком из камушков, которые стоят друг на друге и балансируют, которую мы с вами рассматривали в прошлый раз. Покивайте, пожалуйста, те, кто помнит вообще вот эту картинку и помнит логику, о которой мы с вами в прошлый раз говорили. Как выстраивается проект? Да? Начинаем сверху, прямая логика. Мы идем от проблемы и движемся дальше. Мы с вами в прошлый раз очень много говорили об анализе проблемы и о том, как обосновать свой проект. Помните, мы смотрели на примеры дерева проблем, может быть, вы попробовали сделать дерево проблем для своего проекта. Мы рассматривали, у нас был слайд, какие компоненты входят, что нужно отразить, чтобы наше обоснование было хорошим, актуальным, подробным. Значит, теперь надо сразу отметить, да, вот все, что вы говорите о проблеме, о том, каковы ее причины, каковы ее последствия, кого она затрагивает. Все это ваше описание идет в раздел обоснования актуальности проекта. Обоснование актуальности проекта. Или описание проблемы еще иногда может называться этот раздел, но это еще проще. В этот же раздел нужно еще включить небольшое описание вашего опыта по решению этой проблемы, если оно есть. Если у вас этого опыта нет, значит, стоит написать о том, что может быть, вообще никто никогда не решал эту проблему на вашей территории, там, где вы планируете работать, или кто-то уже работал над решением этой проблемы, что было сделано, чего не было сделано. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, как сказать, и показать экспертам, и самим понять, а что уже было сделано, да, в этой схеме. Ну, либо первое, да, и нужно доказать. Я хочу сразу обратить ваше внимание, как правило, сейчас, особенно когда заявки подаются с помощью электронных порталов, разделы, длина разделов, объем этих разделов, он ограничен каким-то количеством знаков. И если у вас будет, например, на обоснование актуальности проекта 2 или 3 тысячи знаков, это не так уж много. Нужно выстроить свою логику так, отжать всю лишнюю воду, чтобы и уместиться вот в это количество знаков и раскрыть одновременно проблематику. То есть все о том, о чем мы говорили, и то, что я сейчас добавила. Вот это вот, наверное, самый сложный такой момент. И я рекомендую начинать заполнять заявку именно с этого, с описания, обоснования проекта. Дальше, исходя из проблемы, мы переходим, ставим свою цель. Да? Цель у нас это решение проблемы поставленной или частичное решение, содействие решению этой проблемы. И выстраиваем задачи, то есть ряд изменений, которых мы должны достичь, чтобы решить проблему. Ну, цели и задачи проекта это несложно, есть отдельный раздел «Цель», задачи, и мы туда это все прописываем. Стараемся уже из более разговорных формулировок, таких, как мы делали с вами в прошлый раз, вы помните, придать этому уже литературную форму, чтобы все звучало красиво и было одновременно понятно. Помните, что если проект не очень большой, цель у нас, как правило, одна, может быть, 2 цели, если проект у вас достаточно большой, и рекомендуемое количество задач на одну цель от 3 до 5. Это, значит, раздел у нас идет цель и задачи. С этим понятно. Результаты. Мы помним с вами, что мы просчитываем отдельно количественные результаты проекта и описываем качественные результаты. В форме заявки, как правило, есть отдельные разделы, которые заполняются, которые так и называются результаты. Качественные и количественные результаты. Качественные результаты мы описываем с вами четко, они должны соответствовать задачам, то есть по каждой из задач, по идее, в идеале у нас должен быть какой-то результат. И самое главное здесь не уйти в глобальность, да, то есть не описывать эти результаты как, ну, я не знаю, спасение всего мира или стопроцентное воспитание детей патриотами или гармонично развитыми личностями. Помним, что проект у нас 12 месяцев, количество средств у нас ограничено, команда ограничена, поэтому мы сможем сделать, как сказать, наши результаты будут скромнее, чем спасение всего мира.
То есть результаты качественные четко и не глобально. Количественные результаты. Их может быть у вас много. Мы про разные виды результатов в прошлый раз говорили. Я рекомендую включить в описание проекта самые важные, чтобы вы не погрязли в подсчетах всевозможных мелочей. Самые важные результаты. Если у вас будет возможность не выбирать из выпадающего списка, а написать результаты своими словами, я рекомендую вам написать результаты своими словами, потому что каждый проект особенный, и результаты у вас тоже будут особенные. Количественные результаты, посмотрите, тоже в идеале должны быть по каждой задаче. Может быть, конечно, какие-то результаты могут относиться к одной или двум задачам, но, как правило, вот количество результатов соотносится с количеством задач. Это все несложно, достаточно просто. Вот когда мы переходим к описанию мероприятий, форм и методов работы, вот здесь, значит, смотрите, куда мы это упаковываем. Формы работы, механизмы реализации проекта мы с вами заносим в раздел «Краткое описание проекта» или «Описание деятельности по проекту». Вот, например, в форме заявки на конкурс президентских грантов этот раздел идет практически в самом начале заявки. И к чему это часто приводит? Это такая очень часто встречающаяся типичная ошибка грантозаявителей. В раздел «Описание деятельности по проекту» они начинают включать всю информацию по обоснованию. Проблема такая-то, семьи такие-то, им нужно помочь тем-то, тем-то. А ведь этот раздел тоже ограничен по количеству знаков. И получается, что о самом проекте там написать практически ничего не удается. А дальше, через некоторое время, идет раздел «Обоснование проекта», и что туда писать, то же самое. То есть вот смотрите, часто встречающаяся ошибка – это когда в двух разделах написано практически одно и то же. И тут необходимость проекта, и тут необходимость проекта. Вот постарайтесь этого избежать. В описании проекта вы должны написать свои подходы уже к решению проблемы. Там можно написать коротко. Наш проект, ну, к примеру, не знаю, передышка, звездочка, как мы его назовем, направлен на помощь таким-то семьям в решении такой-то, такой-то проблемы. Все, одно предложение, этого достаточно. Работать мы будем по 3 направлениям. Во-первых, мы будем делать вот это, во-вторых, мы будем делать вот это, в-третьих, вот это. Участников будем отбирать по заявительному или по конкурсному принципу. То есть вы описываете механизмы и ваши подходы к решению этого проекта. Тут же мы можем коротко написать основные результаты. Например, там в рамках проекта помощь получат 100 семей, будет издано, не знаю, 2 брошюры и поставлен 1 спектакль. То есть в описании проекта коротко его цель, более подробно механизмы реализации и немного о результатах. То есть вот это вот описание проекта. Если же у вас автор проекта, вы как автор проекта, как руководитель организации, гуманитарий, писатель, и вы любите писать все подробно, со схемами, с различными описаниями, с картинками, такие люди есть, вы можете сделать очень подробное описание, понятное описание своего проекта, сделать отдельный файл PDF и прикрепить его в качестве отдельных документов, дополнительных документов. И я вас уверяю, что эксперты вам будут за это благодарны, потому что из короткого описания бывает иногда трудно понять вот всю суть проекта, да, а потом же мы должны еще понять и команду, как оценить, и бюджет, как оценить. То есть вот подробности письмом, помните, анекдот раньше был, вот здесь вот в кратком описании это телеграмма, а подробности можно письмом прикрепить. Сами мероприятия, наши фестивали, консультации, я не знаю, что там еще у нас может быть, публикации, все это переносится в раздел «Календарный план реализации проекта». В календарном плане помните, что у нас есть список задач, каждое мероприятие соотносится с какой-то задачей. Даже если мероприятие соотносится с 2 или с 3 задачами, мы его относим к той, ну, к которой как бы оно больше всего привязано, к основной. По каждой задаче должны быть какие-то мероприятия, то есть должен быть баланс, равновесие. Вот как вот эти камешки, все должно быть выстроено аккуратно, красиво и держаться, цепляться друг за друга. В мероприятиях мы пишем, соответственно, название мероприятия, кто участвует в этом мероприятии, где оно проводится, то есть минимум деталей, необходимых, чтобы понять, что это за мероприятие.
И в графе «Результаты мероприятия» я очень рекомендую написать коротко основные количественные результаты этого мероприятия. Ну, например, фестиваль национальной культуры примет участие не менее там, 500 человек, например, да, то есть основные какие-то такие вот вещи. И коротко можно написать качественный результат, что будет, какой результат будет достигнут именно на этом мероприятии. Можно, конечно, добавить короткое описание еще, если форма вам это позволит, если там не будет ограничения по количеству знаков. Но главное, календарный план тоже не перегружать, потому что основная его функция все-таки это понять логику движения вашего проекта. Это календарный план, это не описание подробностей проекта. То есть вот здесь между описанием проекта и календарным планом тоже надо найти баланс, чтобы все было красиво, четко, понятно, без пропуска важных деталей. И следующий раздел «Ресурсы». Об этом мы с вами сегодня поговорим. Ресурсы, соответственно, мы будем описывать в тех частях, которые посвящены этому ресурсу, в тех частях заявки. Давайте поговорим о команде проекта. Ну, во-первых, для начала, конечно, работа с командой – это основная обязанность руководителя проекта. Если вам интересно, вы можете почитать различную литературу по организационной психологии, чтобы понять, каким образом формируется команда и как с ней работать на каждом из этапов формирования команды. Знаменитая схема есть развития команды, относится к любой команде, хоть к проектной, хоть к коллективу рабочему, хоть к детскому коллективу. Эта схема такая достаточно известная: формирование, шторм, нормализация и исполнение. Мы сегодня с вами об этом не будем говорить, мы ближе к заявке пойдем. Чем занимается руководитель? Руководитель занимается подбором сотрудников, подбором исполнителей проекта, профессионалов, которые сочетают и энтузиазм, и системный подход к решению задач. Руководитель объясняет цели проекта и разъясняет задачи проекта каждому, чтобы люди понимали, чем они будут заниматься. Руководитель определяет необходимые условия для работы и обеспечивает свой персонал ресурсами, распределяет роли и обязанности в команде. Ну и, соответственно, следующая функция руководителя в ходе проекта – это контроль при необходимости перераспределения обязанностей, работа с конфликтами, если такие возникают, их предотвращение, их разрешение и, может быть, использование на пользу проекта, да, из конфликтов, которые возникли, и поощрение своих сотрудников. Это функции руководителя. Об этом тоже можно говорить отдельно. Это тема управления персоналом. Но я пропускаю сегодня эту тему, потому что наша основная задача, вот она, сегодняшняя. Я вам говорила уже на прошлом вебинаре про курс Фонда президентских грантов. Там 10 уроков, которые позволяют качественно написать заявку или улучшить заявку свою. Вот упражнение, которое Фонд президентских грантов предлагает, схему работы с персоналом проекта, я вам сейчас тоже предлагаю, и более того, я уже, так сказать, сделала для примера вариант этого упражнения. Итак, когда мы приступаем к написанию заявки, понятно, что у меня, как у руководителя организации, есть в голове уже, ну, я рассчитываю на имеющихся сотрудников, да, я понимаю, кто может это все сделать. Может быть, вам будет легко заполнить все разделы, касающиеся команды проекта, может быть, имеет смысл пройти еще раз по схеме и открыть для себя какие-то новые возможности. Итак, что мы делаем на первом этапе? Для начала мы берем, смотрим перечень мероприятий, которые у нас запланированы в проекте, смотрим на свой календарный план и составляем список всех видов деятельности, которые нужно будет осуществить в ходе реализации нашего проекта. Давайте вспомним проект, о котором мы с вами в прошлый раз говорили. Это проект очистки берега речки Замарайки, которая протекает рядом с нашим населенным пунктом. Помните, да, у нас там была одна из задач, это наладить работу с гражданами, повысить их культуру, экологическую культуру. Вот, допустим, поскольку весь проект у нас тут сложно было бы сейчас обсудить, смотрю на свой план проекта и думаю, выписываю те виды деятельности, которые мне нужно осуществить в рамках вот этой вот задачи этого проекта.
Ну, во-первых, мне необходимо зафиксировать текущее состояние берега. Помните, мы говорили, да, что мы должны зафиксировать начальную точку проблемы, чтобы потом посмотреть, насколько мы прошли к ее решению, продвинулись. Мне надо зафиксировать текущее состояние берега, потому что все видят, что там очень плохо, но документально это никак не зафиксировано. Мне нужно напечатать информационный буклет, который я потом буду раздавать всем, кому я захочу его раздать. Мне нужно провести собрание с жителями, со взрослыми в поселке, чтобы они не мусорили. Нужно провести встречи со школьниками, потому что подрастающее поколение, мы с вами говорили, нужно воспитать. Надо организовать субботники по очистке берега. Ну, там сколько-то субботников, 3, 5, 10, не знаю, как получится. И нужно освещать ход проекта в группе ВКонтакте. Вот у меня есть такие 5 видов деятельности, которые мне нужно выполнить. Частично они совпадают, да, получается, с моим календарным планом. Частично что-то я объединила здесь. Дальше. Это несложно. Переходим к следующему шагу. Команда проекта, структура и привлечение. Что я делаю дальше? Глядя на эти перечисленные виды деятельности, мне нужно сформулировать обязанности сотрудников проекта, которые они должны выполнять в проекте. После этого мне надо понять, какие позиции, какие должности или роли в проекте мне нужны, чтобы его выполнить. То есть это такой как бы конструктор из кубиков здесь у меня происходит сейчас. Дальше мне нужно составить, определить набор компетенций для каждой вот этой роли или должности в проекте. Какими знаниями и навыками должен обладать тот человек, который будет выполнять эту роль. Причем надо подумать и о так называемых твердых навыках, то есть это то, чему нас учили, профессиональные навыки, да. Вот я, например, по своей профессии, изначальной по первому образованию, я учитель английского языка. Вот знание английского языка и знания и умения, методики преподавания – это мои твердые навыки. Это то, что я точно умею делать. Я точно умею проводить обучающие семинары. Это тоже мой твердый навык. Кроме этого, имеет смысл подумать и о так называемых мягких или гибких навыках. Это тоже концепция сейчас очень популярна, можно о ней поподробнее прочитать в литературе и в разных источниках. Гибкие навыки – это личностные качества, которые помогают человеку выполнять свою работу. Например, креативность, творчество, умение планировать свою работу, коммуникабельность. Вообще, в целом, выделяется 13 основных гибких навыков, и можно тоже прям списочек перед собой положить и подумать, да, а для какой должности какие гибкие навыки нужны. Итак, мы знаем какие-то группы обязанностей, мы примерно определили роли в проекте, мы посмотрели, какие компетенции для каждой роли необходимы, и теперь надо подумать, а какой человек лучше всего сможет эти обязанности выполнять, какой человек обладает вот этими навыками. Может быть, при недостатке каких-то навыков человека можно обучить. При недостатке каких-то гибких навыков, соответственно, мы можем задуматься о тренингах личностного развития, личностного роста для наших сотрудников. И, между прочим, это тоже ведь может быть частью проекта. В крупном проекте, где хорошая команда, особенно если вы рассчитываете на дальнейшую работу, ну, очень хорошо, если вы предусмотрите обучение и развитие своих сотрудников. Это вот вам так тоже на заметку. Это может стать, кстати, одной из задач проекта и может стать частью календарного плана. Но самое главное, чтобы понять, чему учить. Итак, обязанности есть. Мы понимаем, картинку видим, да, какой должен быть сотрудник. Мы понимаем, кто это будет. В конце концов, мы должны продумать условия его работы в проекте. Это наш штатный сотрудник, который уже с нами работает, или мы примем какого-то нового сотрудника в штат, или мы привлечем этого человека по договору гражданско-правового характера выполнять отдельные работы по проекту. А может быть, какие-то работы у нас будут выполнять волонтеры. Вы можете украсить свою заявку словом «пробона», работа «пробона». «Пробона» — это латинское слово, которое означает «ради добра», да, «ради хорошего». И под этим термином понимается работа специалистов, которую они выполняют на добровольных началах, без оплаты. То есть это тот же самый волонтер, но это более квалифицированный волонтер. То есть, например, у вас может быть юрист пробона,
у вас может быть ведущий семинаров пробона, психолог-консультант пробона. То есть вот, как сказать, чтобы отличить от волонтерской работы, которая обычно массовая и менее квалифицированная, но не всегда, конечно, не хочу обижать волонтеров, используется вот такой термин пробона. Вот шаги кажутся понятными, да, по ним вопросов, я надеюсь, не возникает. Давайте посмотрим, как это может выглядеть на практике. На практике удобно все это делать в виде таблицы. Вот посмотрите, такая табличка у меня получилась. Для моего проекта, для вот этих вот задач, которые я озвучивала для очистки берега и проведения мероприятий, значит, я составила такие 5 групп функциональных обязанностей по реализации моего проекта. Первая группа обязанностей – фотосъемка берега и фотосъемка мероприятий проекта и дальнейшая обработка снимков для публикации. Должность или роль в проекте я называю фотограф. Да? Вот понятно, фотосъемка и обработкой снимков у меня занимается фотограф. Мне нужно написать текст для буклета, потом понадобится написание текстов каких-то объявлений о встречах, которые мы будем проводить, возможно, статей для местной газеты, ну и вообще, в принципе, там, описание текстов в проекте предполагается. Человек, пишущий тексты, может называться по-разному: журналист, копирайтер, методист, смотря какие тексты, даже поэт-песенник пишет тексты. И вот я как бы вот эту вот роль вижу: журналист, писатель, копирайтер, но я реально понимаю, что заниматься этим по должности у меня будет менеджер проекта, потому что не так много у меня здесь будет текстов и статей, чтобы мне нанимать прямо отдельного копирайтера или методиста, или журналиста, или поэта-песенника, а эта обязанность будет возложена на менеджера проекта. Вот я написала в скобочках «менеджер проекта». Еще одна обязанность – разработка дизайна буклета. Текст напишет менеджер у меня, а вот красивую картиночку менеджер у меня точно не умеет делать, поэтому мне нужен дизайнер. Ну и плюс ко всему еще там у меня есть кое-какие планы: баннер сделать, объявление сделать, можно сюда же добавить. Дизайнер мне нужен. Организация и проведение массовых мероприятий предполагаются в моем проекте. Собрания со взрослыми жителями поселка, встречи со школьниками и субботники. Роль в проекте – организатор мероприятий. Отдельного организатора или ивент-менеджера, как сейчас тоже модно говорить, нанимать мы совершенно точно не будем. Эти обязанности будут входить у меня в обязанности менеджера проекта. Вот тоже в скобках у меня написано: организатор мероприятий. Эти функциональные обязанности переходят к менеджеру проекта. Ну и в конце концов, я хочу, чтобы весь мой проект очень активно освещался в группе ВКонтакте, поэтому у меня отдельные обязанности выписаны: ведение группы ВКонтакте, написание, оформление постов, работа с сообществом. Это сейчас тоже модная такая тема, прямо специально этому обучают людей, и специальная работа проводится. И привлечение новых подписчиков. Я хочу, чтобы мой проект стал массово известен и интересен жителям моей территории. Поэтому у меня в проекте предполагается роль SMM-специалист. SMM — это у меня написано по-русски, можно писать по-русски, но это английская аббревиатура Social Media Manager, если я не ошибаюсь. То есть это специалист, который работает в социальных сетях. Вот посмотрите, вот у меня 5 ролей в проекте: фотограф, журналист, дизайнер, организатор мероприятий, SMM-специалист. Но фактически 2 роли совмещает один и тот же человек, менеджер проекта. Я расписала необходимые компетенции, гибкие и твердые, для примера. То есть здесь, конечно, не все они, но для примера написала. Фотографу необходимы твердые компетенции, твердые навыки. Это навыки фотосъемки, работа с профессиональным фотоаппаратом и с профессиональными программами. В качестве гибкого навыка я считаю, что фотографу необходима общительность, чтобы он бегал, что-то там, значит, там, не знаю, говорил людям: улыбнитесь и так далее, чтобы люди его не боялись, не шарахались, то есть чтобы он органично вел себя, чувствовал себя на мероприятиях. Для человека, который будет писать тексты, очень важны такие навыки, как грамотность. Это, конечно, может быть личностная характеристика, но здесь мне нужна профессиональная грамотность, чтобы тексты были профессионально написаны хорошо, качественно. И умение выражать свои мысли письменно. Что касается гибких навыков, я считаю, что он должен учиться самостоятельно. Потому что, во-первых, это конкретный человек-менеджер, все время возникают какие-то новые тренды, новые тенденции в написании текстов. Теперь писать, как раньше, монографии уже не нужно, сейчас нужно писать быстро.
и как-то по-современному, поэтому я хочу, чтобы он самостоятельно обучался, этот человек у меня. Дизайнер, естественно, должен обладать дизайнерскими навыками, владеть дизайнерскими программами, а в качестве гибких навыков я хочу видеть у него инновационность и креативность. Организатору мероприятий необходимо иметь навыки публичных выступлений, потому что он не просто будет их организовывать, он еще и будет проводить у меня все вот эти встречи и собрания. Организаторские навыки. И в качестве гибких навыков я хочу видеть у этого человека организованность, личную организованность, да? И навыки планирования, потому что, ну, шутка ли 10 субботников организовать, тут надо серьезно к делу подходить. Для человека, который будет вести группы ВКонтакте, необходимы твердые навыки работы в соцсетях и гибкие навыки инновационность и креативность, и гибкость и открытость. Ну, инновационность и креативность — это понятно, да, соцсети — это территория молодежи, и там все должно быть интересно, современно, своевременно, со всеми необходимыми картиночками, мемами про котиков. И вот как только что-то появилось в интернете, я хочу, чтобы все самое было веселое и новое, и креативное в моих соцсетях. И гибкость и открытость. Почему человек должен быть гибким и открытым? Потому что ему придется работать с разными группами людей. В поселке живут и молодые, и пожилые, и работающие. В поселке живут люди разных национальностей, а вот во многокультуральной и в разновозрастной среде гибкость и открытость нужна. Ну, тут понятно. Эта таблица, она для примера приведена, вы можете на нее посматривать, но понятно, что как бы, ваши какие-то таблицы будут совсем другими, может быть, более приближенными к вашей реальности. Ну и приходим к следующему, да, шагу. Кандидаты, где искать сотрудника. В качестве фотографа. Других вариантов у меня нет, я уже знаю, что это будет работать фотограф местной газеты. Перепробовали разные варианты, и менеджер у меня фотографировал, и я фотографировала, и на свой телефон сотрудники фотографировали, получается не очень качественно. Фотографа местной газеты я привлеку. Для написания текстов для организации мероприятий у меня в проекте есть, в моем штате есть менеджер проектов, вот он у меня и будет этим заниматься, менеджер проектов НКО. Дизайном, по дизайну работы у меня не так много, будет заниматься знакомый руководитель организации. Мы с этим человеком хорошо знакомы, немножко он для нас уже работал, и он готов для нас еще поработать. А группу ВКонтакте, я думаю, что будут вести у меня школьники. У них в школе, там, не знаю, в продленке или где-то еще у старшеклассников есть школа блогеров, они это все любят, ведут свои личные блоги, а если будет возможность повести что-то настоящее, а не игрушечное, они будут только рады. Так, одну минуточку, сейчас я... Вот тут следующий у нас. Так, и последний столбик. На каких условиях эти люди будут работать у меня в проекте? С фотографом я предполагаю заключить договор гражданско-правового характера. Менеджер проектов у меня в штате, это штатный сотрудник. Знакомый, соответственно, тоже по договору будет работать. А вот школьники, я думаю, что мы их замотивируем, привлечем в качестве волонтеров. Понятно, что чем-то замотивируем, чем-то наградим какими-то призами, фирменными футболочками, бейсболочками, подумаем об этом, да? То есть волонтеров тоже надо мотивировать. Вот в идеальном мире, если я выиграю грант той суммы, на которую я рассчитываю, вот такие вот у меня будут условия работы труда, значит, работы этих сотрудников. Если вдруг мне не удастся привлечь столько средств, сколько я планирую, я думаю, что вполне можно поговорить со знакомым, который у нас дизайнер, о том, чтобы он поработал у нас как специалист-дизайнер про боно. Подумаем, чем его можно будет вознаградить, поблагодарить, кроме денег. Возможно, и про фотографа то же самое придется подумать. Но от фотографа, наверное, в последний момент я откажусь, потому что за качественную работу надо платить. То есть вот таким образом выглядят вот эти 5 шагов, о которых я говорила, уложенные в таблицу. И вот уже, видите, у меня практически прописаны обязанности и персонал проекта. Важные моменты, касающиеся работы с командой проекта. Роль в проекте не всегда равняется должности в организации. Да, чаще всего руководителем проекта является руководитель организации, потому что именно он несет ответственность за реализацию этого проекта, за надлежащее использование средств и за достижение целей проекта. Но
Иногда руководителем проекта может быть, например, руководитель-куратор направления какого-то в организации. Все зависит от того, как устроена ваша организация, насколько сложная, разветвленная в ней структура, насколько сложный проект. Обязанности руководителя проекта в общем, да, можно описать как общее руководство и контроль реализации проекта, взаимодействие с грантодателем. В нашей организации, например, смотрите, руководитель проекта, руководитель нашей организации, он выполняет еще и другие функции в проекте. Например, консультирование по вопросам управления для некоммерческих организаций и проведение обучающих семинаров. Наш руководитель проекта, он же руководитель организации, также выступает модератором мероприятий проекта. Почему важно описать в вашей заявке, либо в комментариях к бюджету, либо там, где вы будете описывать свою команду, почему важно описать функции каждого человека в проекте? Потому что, во-первых, это показывает то, что ваш проект продуман и выполняется, и вы выполните все мероприятия. А во-вторых, если вы планируете оплачивать труд этого человека, то экспертам легко понять, за что этот человек получает деньги. То есть вот они все его функциональные обязанности. Следующая группа обязанностей. Вот в наша организация достаточно крупная и выполняет крупные проекты, поэтому у нас выделяется такая позиция в организации и в проектах также, в крупных проектах, как финансовый менеджер, в обязанности которого входит общее финансовое руководство проектом, планирование и координация финансовых потоков. Кроме того, этот человек в рамках проекта консультирует некоммерческие организации по финансовым и налоговым вопросам и проводит обучающие семинары. То есть у него есть обязанности как должностные обязанности и обязанности в проекте. Тоже вот четкое описание, да, что делает этот человек, за что мы оплачиваем его работу, что входит в его работу по проекту. Бухгалтер проекта отвечает за ведение первичной бухгалтерской и налоговой документации, составляет и сдает отчетность в контролирующие органы, а также в рамках проекта консультирует некоммерческие организации по бухгалтерским вопросам. Вообще функции руководителя и функции бухгалтера будут присутствовать у вас в любом проекте, да, который получает грант. Вопрос в том, кто эти функции будет выполнять. Иногда руководитель выполняет функции финансовые, иногда эти функции отдаются каким-то организациям на аутсорсинг. Все это вы должны предусмотреть и прописать в своей заявке, как это устроено в вашей организации. Я показала, как это устроено в нашей организации. Кроме описания функциональных обязанностей, обязательно в заявке стоит указать роль в проекте и процент занятости того или иного сотрудника в проекте. Вы должны показать, да, этот человек работает у вас в течение скольки-то месяцев на протяжении всей длительности проекта, если это штатный сотрудник, или каким-то другим образом показать объем его работ в часах, в днях, в продуктах проекта, которые он создает, если это сотрудник, который привлекается по договору. Более подробно вы об этом поговорите, когда будет Наталья Альбертовна рассказывать про составление бюджета. Но это те моменты, которые обязательно надо отразить. Ну и последний, наверное, момент, который я хотела вам сказать. Вот у меня написано «контент-архитектор». Расскажу вам про контент-архитектора. Я очень рекомендую вам, когда вы пишете заявку, избегать профессионального жаргона по возможности. В каждой профессии есть свой профессиональный жаргон. Те, кто шьют, пишут так, психологи пишут эдак, экологи пишут по-своему. Эксперты в большинстве своем, это образованные, опытные люди, но они могут быть экспертами в одной или в нескольких областях, но не во всех областях. И они могут не понять вашего профессионального жаргона. Вот, например, совершенно, это конкретный случай из жизни. Я читала заявку, которая касалась создания некоторых информационных продуктов, приложений. И вот, значит, среди персонала встречается мне контент-архитектор с очень хорошей зарплатой. Я как человек любознательный, не относящийся к информационным технологиям, к созданию сайтов очень глубоко, мне, конечно, очень интересно, что это такое за контент-архитектор и почему ему надо платить такие деньги. Как-то я же должна либо поддержать, либо отклонить этот проект. Я начинаю, естественно, гуглить.
И написано, смотрите, контент-архитектор, его функциональные обязанности. Он отвечает за создание, за архитектуру контента в проекте. Ну, все логично, правда? Контент-архитектор отвечает за архитектуру контента. Меня это не удовлетворило, полезно, значит, я в интернет, чтобы понять, кто это и что он делает. Гуглим. Контент-архитектура, она же информационная архитектура. Ну, я как-то так со своим английским более-менее соображаю. И вот дальше я понимаю, что либо мне нужно углубиться во все детали создания вот этих информационных проектов, а там, кроме информационной архитектуры, там столько еще слов, что мне становится страшно. Самое простое объяснение, которое я нашла, информационной архитектуры, я вам сейчас зачитаю, я прям специально себе его выписала. Так вот, информационная архитектура – это ДНК проекта. То, что вы создаете, определяет существование проекта и всех его последующих воплощений на годы вперед. Я не знаю, как вам. Меня, как эксперта, который должен одобрить расходование средств, бюджетных средств или средств какого-то фонда на оплату этого сотрудника, вот это совершенно не устраивает. Я, во-первых, не понимаю, чем он занимается, чувствую себя плохо, и, в-третьих, я не уверена, ну, плохо в смысле, что я чувствую себя не очень умной, и, в-третьих, я не понимаю, а сами-то руководители этого проекта, создатели проекта понимают, о чем речь или нет. Поэтому, если вы хотите оплатить контент-архитектора, называйте его контент-архитектором, но в заявке напишите понятным человеческим языком, кто это такой и чем он занимается. Вот этот вот контент-архитектор. Я уже приближаюсь к концу, у меня пара последних слайдов, да, Наталья Альбертовна мне уже показывает на часы. Я включила вот такой слайд, в принципе, кто может входить в проектную команду, но, конечно, не обязательно все эти роли будут в вашем проекте. Руководитель, координатор, бухгалтер, ассистент проекта, менеджер или координатор направления, если этот проект какой-то широкий, на многих территориях развивается, работает, ведущие обучающих или других специализированных мероприятий, сотрудники, которые оказывают основные услуги по проекту. Например, это психолог, который в течение всего проекта там что-то консультирует кого-то. Узкие консультанты, эксперт по развитию территории или какой-то другой узкий специалист. Специалист по информационному обеспечению, СММщик, тот же самый, знаете, контент-архитектор, тоже в последнее время пригождаются. Технический специалист или системный администратор, как вы его назовете. Редактор издания, онлайн-издания или бумажного издания, что, смотря, вам нужно делать. Аналитики, методисты, социологи, другие специалисты, работающие с данными, эксперты разного профиля. Ну и много вопросиков, кто еще вам нужен в вашем проекте. Тут уже смотрите на свой проект. Ну и в идеале, конечно, команда. Она же, понимаете, почему и называется команда, что все объединены общими целями и уверены в успехе. То есть вот это очень важно, не просто набрать разрозненных людей, да, а сработать их и создать единую работающую команду. Члены команды в идеале должны быть нацелены как на результат, так и на процесс. Им и то, и другое должно быть интересно, и они об этом должны задумываться, а не просто как роботы выполнять ваши команды. Поскольку мы некоммерческие организации, как правило, небольшие, и денег у нас не очень много на набор какой-то там прекрасной, роскошной команды, как, не знаю, в каком-нибудь очень крутом бизнесе, наши сотрудники должны быть способны брать на себя ответственность и совмещать несколько проектных ролей. Грант не дадут, и все вот эти мои роли будет выполнять один и тот же менеджер проекта. Ну, может, школьники согласятся, да, группу ВКонтакте еще вести. Сотрудники, они одновременно и исполнители, и креативщики, они еще и формируют проект. Поэтому они должны быть готовы анализировать и предлагать какие-то решения. Потому что проект все равно никогда не идет на 100% так, как запланировано. Ну и в нашей организации, например, всегда используется принцип взаимодополняемости и взаимозаменяемости сотрудников. Бывают накладки, бывают мероприятия, работы больше, чем мы можем осилить сами. Поэтому мы друг друга дополняем и заменяем. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за терпение. Я уступаю сейчас место Наталье Альбертовне. Прошу прощения, у нас тут рокировка небольшая происходит. Физкульт-пауза. Да, физкульт-пауза. Вы можете немножко размять свои руки, зафиксировать вопросы по моей части, которые потом можно будет задать. Так, и мышкой. Добрый день еще раз.
уважаемые участники вебинара, я рада вас приветствовать, тем более, что я смотрю на список участников, и с некоторыми из вас мы знакомы лично. Может быть, кто-то присутствовал на моем мастер-классе, который я проводила у вас в гостях на вашем форуме, кажется, в 2017 году, может быть, 2016. Итак, вторая часть нашего вебинара – принципы составления бюджета проекта. Немного теории, чтобы вам легче было ориентироваться и работать с бюджетом своего проекта. И в течение моего выступления я буду вам давать практические рекомендации по составлению бюджета, основываясь постоянно на вашем порядке проведения конкурса, то, что касается финансовой составляющей. Итак, что же такое бюджет? Бюджет проекта – это цифровое отражение проектной программной деятельности, ее составляющих, выраженные в денежном эквиваленте, определяющие стоимостную оценку составляющих проекта. Почему для нас с вами очень важно всегда составить эффективный бюджет, который будет полностью соответствовать содержательной части бюджета, календарному плану, механизму выполнения, потому что в перечне критериев оценки ваших проектов всегда присутствуют критерии оценки финансовой составляющей. И если брать пример на основании вашего порядка, то вот пункт 8.1, где идет 11 критериев оценки, пункты 4, 5 и 7 с достаточно большими баллами, я даже их зачитаю, чтобы вы на них обратили внимание. Это критерии оценки именно финансовой составляющей, как правильно и эффективно вы спланировали бюджет. Пункт 4. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта, его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижение таких результатов. Пункт 5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта. И пункт 7. Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития. Вот далее мы немного подробнее остановимся именно на собственном вкладе, на софинансировании, так как это идет в вашем порядке. И как вывод, что корректное составление бюджета проекта влияет непосредственно на перспективы получения гранта. Немного, если отходя назад, мы должны понимать, из каких составляющих ресурсов будет формироваться наш бюджет. То есть любая поддержка, которая пополняет или обеспечивает некоммерческую организацию ресурсами, будет являться источником финансирования как деятельности некоммерческой организации в целом, так и непосредственно в деятельности по социально значимому проекту. Ресурсы можно подразделить на финансовые, материальные, человеческие, информационно-технологические. Финансовые – это как раз поступление на деятельность вашей организации или реализацию проектов в денежном выражении. Материальные – наличие собственной материальной технической базы или арендованной – это оборудование, может быть, помещение. Самые ценные ресурсы – это, конечно, человеческие, это команда организации, это команда проекта, и информационно-технологические, например, наличие уже действующего, постоянно работающего сайта организации. И источниками финансирования могут быть поддержка со стороны государства, поступление от российских бизнес-структур, частные пожертвования граждан и собственная деятельность организации. Вот как раз участие в конкурсе это и будет поддержка со стороны государства. А если рассматривать с точки зрения софинансирования выполнения ваших проектов, то это возможно поступление от коммерческих структур, частные пожертвования граждан, а как собственный вклад организации, это или деятельность добровольцев вашей организации, добровольцев привлеченных, или собственная деятельность организации, я даже имею в виду деятельность, приносящую
доход, то есть предпринимательская, коммерческая деятельность, если она присутствует в вашей организации. То есть такая деятельность не запрещена законодательством Российской Федерации. Функции бюджета. Планирование операций, обеспечивающих достижение целей, координация разных этапов и мероприятий проекта, контроль текущей деятельности и обеспечение финансового планирования. То есть рекомендация для вас, вот чуть позже мы остановимся на предельной сумме, предельном размере суммы гранта, реализации вашего проекта, но я бы хотела рекомендовать, основываясь на собственном опыте, когда команда вашего проекта, ваших сотрудников уже прописали цель, задачи реализации проекта, уже есть конкретный план, механизм реализации, набор мероприятий, вместе с вашим бухгалтером, всей командой, постарайтесь просчитать, во сколько обходится каждое мероприятие, которое вы хотите включить в свой проект, плюс административные расходы, и вы тогда увидите, на какую примерно сумму вы выходите. И если это превышение, значит, необходимо будет, опять же, совместным решением какое-то мероприятие, может быть, убрать, может быть, сократить. Или наоборот, если эта сумма меньше, и вы хотите реализовать свою идею в полном объеме, значит, можно дополнительно продумать и включить в заявку какие-то мероприятия. Конечно, я бы рекомендовала обязательно иметь в составе своей команды бухгалтера, и чтобы он непосредственное участие принимал в расчете бюджета, в подготовке заявки, потому что потом у него будет функция и анализа расходования средств, и он поможет вам правильно просчитать все налоги и страховые взносы, которые будут в вашем бюджете, учесть какие-то нюансы. Итак, бюджет проекта показывает все возможные источники финансовой поддержки, имеющиеся в наличии у организации в бюджетный период, собственный вклад заявителя, софинансирование или вклад третьих лиц. Определяет общую стоимость проекта. И бюджет расхода группирует затраты в статьи расходы, которые бывают примерно от 10 до 15. В вашем конкурсе четко прописаны 6 статей расходы, на каждой из которых мы более подробно далее остановимся. И, как я уже говорила, что обязательное условие, что бюджет должен соответствовать описательной части проекта. Про распределение центров ответственности между сотрудниками и работы проектного персонала у нас Ирина Олеговна эту тему затрагивала, поэтому здесь мы немного пропустим. Вы ознакомитесь с презентацией самостоятельно. А по формированию бюджета проекта, на что хотела бы обратить внимание. Вот в конце презентации более подробно остановлюсь на типичных ошибках при планировании бюджета, на которые обращают внимание эксперты. И одна из самых первых, если конкурсы проходят в 2 этапа, то есть, допустим, первый — соблюдение формальных признаков, и потом уже заявки проходят на 2-й этап, когда непосредственно рассматривается уже сама заявка. Так вот, на 1-м этапе очень часто отсеиваются заявки, которые не соблюдают самые необходимые условия. То есть общая стоимость проекта, запрашиваемая сумма, выше ограничений, которые установлены в положении или в порядке проведения конкурса. Вроде бы это истина, вроде бы это очень простое такое правило, но тем не менее, когда знакомишься с заявкой, видишь, что ограничение, допустим, по конкурсу 100 тысяч, заявка предоставлена на 101, там 110 и так далее. То есть уже по формальным признакам можно не рассматривать эту заявку. Какой размер гранта установлен по вашему порядку, мы остановимся тоже отдельно. Также важно при расчете бюджета соблюдать сроки реализации проекта,
потому что именно при расчете, допустим, оплаты труда, арендной платы, вам необходимо учитывать количество месяцев реализации проекта. То есть если у вас идет именно средняя ежемесячная сумма того или иного расхода. Необходимый объем дополнительного финансирования – это то, что связано, когда именно по порядку проведения конкурса установлено чаще всего в процентном отношении необходимая сумма софинансирования. В вашем порядке проведения конкурса такого нет, хотя есть критерий, я вам его называла, пункт 7, собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлеченные на реализацию проекта. Поэтому на это также необходимо обращать внимание. Вот полностью цитата, достаточно сложный, я бы сказала, текст для понимания, поэтому, когда вы просчитаете свой бюджет, еще раз обратиться к этому слайду или к порядку проведения конкурса и прочитать внимательно предельный размер гранта, не может превышать суммы, запрашиваемые организацией победителем и содержащиеся в финансово-экономическом обосновании запрашиваемого размера гранта, представленном в составе заявки, а также не может превышать объемов лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Я думаю, что вот это приложение, которое даже нам было предоставлено с указанием направлений конкурсов на предоставление грантов и ограничительными суммами, все это у вас есть в доступе, и вы всегда можете обратиться к этому приложению и просчитать свои суммы запрашиваемых средств, чтобы соответствовать этим условиям. В случае, если совокупный предельный размер грантов, запрашиваемых организациями-победителями согласно их заявкам, превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия по конкретному направлению, то размер предоставляемых грантов уменьшается пропорционально превышению суммарного размера грантов над доведенными объемами лимитов бюджетных обязательств. То есть настоятельно рекомендую очень внимательно прочитать именно эти абзацы по соблюдению этого порядка и установленных правил. В случае, если размер гранта, предоставляемой организацией победителю в соответствии с решением координационной комиссии, меньше запрашиваемой в заявке суммы, организация-победитель вправе привлечь дополнительно внебюджетные средства в целях реализации социально значимых проектов на территории Республики Саха-Якутия в полном объеме согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному в составе заявки. Ну, в этом абзаце я бы обратила ваше внимание именно на слово «внебюджетные средства». То есть у нас же могут выполняться еще проекты, и быть софинансированием, допустим, за счет бюджетных средств федерального бюджета, если какие-то из ваших организаций принимают участие и получили поддержку в конкурсе фонда президентских грантов. Ну вот именно в вашем порядке прописано на привлечение внебюджетных средств. Внебюджетные средства – это средства физических лиц, пожертвования от физических лиц, это привлечение от бизнеса, коммерческой деятельности или собственной деятельности организации, о чем я говорила выше, когда мы с вами рассматривали источники поступления средств в некоммерческую организацию для реализации ее проекта. И также ваша организация, заявитель, может отказаться от получения гранта и проинформировать об этом уполномоченный орган в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня размещения списка победителей на портале. По формированию бюджета, что необходимо еще учесть? Обращать внимание на стоимость услуг, работ и товарно-материальных ценностей, которые вы будете просчитывать и закладывать в бюджет. То есть это должна быть средняя цена в вашем
регионе с учетом особенностей территории, транспортных расходов и так далее. Понятно, что на одну и ту же услугу или товарно-материальную ценность, цены на территории нашей страны, которая очень огромная, могут разниться существенно. Поэтому настоятельно советую учитывать именно ваши стоимости услуг в пределах вашей республики, ну, если это не связано с закупкой оборудования, которое необходимо для реализации вашего проекта, это какое-то высокотехнологичное оборудование или автотранспорт. Важная часть, которую также необходимо учитывать, может быть, уже забегая немного вперед, но это важно, как я уже говорила, учитывая срок реализации проекта, что расходы по проекту производятся только после подписания договора о получении финансирования, когда вы выиграете в конкурсе, и получение средств на расчетный счет организации. Какие здесь часто бывают ошибки, что или договор еще не заключен, но опубликован список победителей, и вы уже начинаете свою деятельность, начинаете, допустим, расходовать собственные средства организации, или договор заключен, но денежные средства еще не перечислены на ваш расчетный счет. Вот это не допускается. Исключение только хозяйственной операции по софинансированию или если у вас есть привлечение и собственный вклад организации. Пожалуйста, запомните это и обратите внимание. То есть ни в коем случае до получения поступления средств на расчетный счет мы не производим никаких хозяйственных банковских операций, и уж тем более начисление оплаты труда. Также бывает в положениях по конкурсам перечни недопустимых расходов. Вот на следующих двух сайтах из вашего порядка проведения в республике конкурса выписаны ограничения и перечислены виды деятельности и расходы, которые не компенсируются за счет грантовых средств. И если вы включаете такие расходы, соответственно, при оценке будут возникать вопросы у эксперта, и навряд ли с таким бюджетом ваша заявка будет поддержана. Очень коротко прямо пробегусь, но у вас достаточно объемный такой перечень. Есть стандартный, более короткий, у вас очень четко все емко прописано. То есть первое, какие бывают ошибки? Осуществление предпринимательской деятельности, оказание помощи коммерческим организациям. То есть если ваша организация уже ведет деятельность, приносящую доход, как я говорила, что не запрещено российским законодательством, но при этом включает какую-то часть или полностью финансирует и расходы этой деятельности, а также планирует оказать помощь коммерческим организациям, то это полностью недопустимо в рамках реализации данного конкурса. Вот осуществление деятельности, не соответствующей видам деятельности, предусмотренные 7-м законом о некоммерческих организациях в статье 31.1, это полный перечень, тоже настоятельно рекомендую прям для собственного образования открыть этот закон, посмотреть эту статью, перечитать еще раз, как бы напомнить себе виды и направления деятельности некоммерческих организаций. Здесь же идет ссылка на ваш закон, статью 5 Закона Республики Саха-Якутия от 27 ноября 2017 года о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Что еще недопустимо? Оказание непосредственной финансовой, адресной, материальной помощи, а также платных услуг, предоставляемых гражданам и организациям.
Поддержка политических партий, то есть вот такое ограничение достаточно часто встречается у нас в конкурсах, проведение митингов, демонстраций, фундаментальные научные исследования, уплата пений, штрафов и погашение задолженности организаций по предыдущей деятельности. Хотя здесь можно обратить внимание, что не только по предыдущей деятельности, но если вдруг возникает какие-то пени или насчитанные вам штрафы в течение выполнения проекта, они также не будут компенсированы или не будут приняты как целевое расходование средств. Производство и реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения государственного заказа. Приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки, капитальное строительство новых зданий, постоянно во всех порядках и положениях включаются такие недопустимые расходы, как приобретение алкогольных напитков и табачной продукции. Именно у вас указана особенность вашего порядка проведения конкурса, приобретение автотранспорта за исключением специализированно. То есть делается вот такая ссылка, если в вашем проекте вам необходима закупка какого-то специализированного автотранспорта, то вы можете это включить в бюджет. Обычно, так же как приобретение земельных участков, строительство или капремонт зданий, покупка автотранспорта за счет грантовых средств не допускается. Еще одна особенность именно вашего конкурса — приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций по закупке опять высокотехнологичного импортного оборудования. То есть, в принципе, на грантовые целевые средства вы не можете закупать иностранную валюту, но если вы прописываете в бюджете по статье оборудования, в вашем случае это статья программные расходы, покупку какого-то высокотехнологичного импортного оборудования, то, соответственно, вам необходима будет такая потом операция, когда за рубли вы закупаете иностранную валюту, если этого нет на территории нашей страны, и покупаете высокотехнологичное оборудование. Следующий слайд как раз основан на непосредственно описании статей бюджета в вашем порядке проведения конкурса. На этом слайде указаны все 6 статей, именно как они у вас прописаны, и сейчас на каждой из них мы остановимся чуть-чуть поподробнее. Итак, оплата труда штатных работников не более 20% от общего размера гранта. То есть очень часто грантодатель прописывает такие ограничения, которые связаны именно с фондом оплаты труда, но обращаю ваше внимание, здесь ключевое слово «штатные». То есть, если вы планируете привлекать еще специалистов на основании гражданско-правовых договоров, то когда вы будете проверять все итоговые суммы своего бюджета, оплата труда привлеченных специалистов на основании гражданско-правовых договоров в эту расчетную сумму входить у вас не будут. То есть это только штатные сотрудники вашей организации. Вот следующее ограничение по налогам, сборам и страховым взносам, я бы так сказала, наверное, требует дополнительных консультаций, потому что все ставки страховых взносов установлены на государственном уровне, как для штатных сотрудников, так и для привлеченных. Налоги, такие как налог на прибыль или НДС, налог на добавленную стоимость, не взимаются и не рассчитываются с целевых поступлений, к которым будет относиться ваши грантовые средства. Про штрафы, неустойки и пени мы уже говорили. Вот как раз эти виды не компенсируются, не включаются в бюджет и не могут быть оплачены за счет грантовых
средств вашего проекта. Обратите внимание. Следующая статья. Оплата услуг привлеченных специалистов и сторонних организаций, где имеется в виду оплата товаров, работ и услуг, в том числе транспортных расходов, не более 5% от общего размера гранта. Но здесь имеется в виду привлеченные специалисты, я так полагаю, не физические лица, а индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются именно юридическими лицами. То есть вот в вашем порядке установлено такое ограничение, которое, наверное, потребует дополнительных комментариев со стороны разработчиков, потому что, на мой взгляд, может включать достаточно большой перечень статей, то есть это может быть и закупка товарно-материальных ценностей, приобретение оборудования, заказ, оплата услуг сторонних организаций, здесь идет и, допустим, аренда, и какие-то оформления зала, транспортные расходы, как здесь указано, то есть это почти большинство статей бюджета вашего проекта, поэтому здесь требуется уточнение. Отдельно выделена у вас такая статья бюджета, как арендная плата, не более 10% от общего размера гранта. Ну, чуть позже на отдельном слайде я вот обращу ваше внимание, какие могут быть особенности по данной статье. Командировочные расходы. И самое интересное, самая такая объемная статья – это прямые расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта. Очень часто в грантовых конкурсах грантодатель указывает именно такую статью расходов. Но вы должны понимать, что же входит именно в эту статью и в вашем конкурсе. Вот, получив консультации со стороны как бы разработчиков и организаторов проведения этого конкурса, я вам непосредственно озвучу сейчас, когда мы будем смотреть конкретно этот слайд. Но самое вот для меня главное, что если у вас встает вопрос по приобретению оборудования, то оборудование вы показываете как раз по этой статье. Итак, более подробно. Статья «Оплата труда и страховые взносы штата». Первое. Ограничение по максимальной сумме фонда оплаты труда. Запоминаем, проверяем, когда посчитали бюджет 20%. Занятость в проекте в процентном отношении умноженная ставка на количество месяцев. У вас в проекте нигде не указано, что необходимо просчитывать или обязательно обращать внимание на процент занятости в проекте. Но есть такая, как бы, необходимая, наверное, при составлении бюджета еще составляющая, это комментарий к каждой статье расходов, в которой вы более подробно, иногда даже расчетным путем, там ставка, умноженная на количество месяцев, вот, например, то, что касается по оплате труда, умноженная на процент занятости и равно запрашиваемой сумме по бюджету. Почему важно указать процент занятости? Допустим, тот же ваш руководитель проекта, он же руководитель организации, и в вашей организации выполняется одновременно несколько проектов, поэтому конкретно для расчета или для учета занятости в вашей организации необходимо указать, что занятость будет составлять, например, 40% или 50%, а остальное время он работает как руководитель организации, допустим, это 10 или 5%, там 20 или 40%, это какие-то другие выполняемые проекты и так далее. То же самое может быть и у других штатных сотрудников, то есть это не всегда 100% времени. Конечно, может быть основной менеджер, он же руководитель проекта, который может
работать все 100% времени. То есть вот это нужно обязательно указать в комментариях. Также по статье оплаты труда в комментариях именно часто прописываются должностные обязанности по проекту, и если не предусмотрено каким-то другим пунктом формы вашей заявки, опыт работы данного сотрудника. Обязательно указывается зарплата в месяц, если это штатный сотрудник, зарплата с учетом НДФЛ. То есть ошибочно будет, если вы укажете в бюджете оплату труда на руки, и иногда допускается, если в вашей форме заявки не будет выделена отдельная статья по расчету страховых взносов, допускается, что страховые взносы будут указаны в том числе. Но опять же, в комментариях обязательно указывайте процент, потому что если общая цифра для организаций, находящихся на общей системе налогообложения 30%, то вот десятые, 0,2, 0,3 и 0,1 зависит именно от вашей организации, установочных документов фондом социального страхования. Вот здесь нужно, конечно, обязательно помощь бухгалтера вашего или руководителя. Поднимаем документы, еще раз проверяем, какая ставка по травматизму установлена именно для вашей организации. Но чаще всего это 0,2%, поэтому для штатных сотрудников на общей системе налогообложения это 30,2% страховые взносы. Для привлеченных сотрудников своя ставка 27,1% за минусом процента фонд социального страхования. И установлены свои ставки страховых взносов для такой общественно-правовой формы некоммерческих организаций, как благотворительные фонды, но мы не будем сейчас подробно останавливаться, при соблюдении нескольких условий и критериев. То есть ошибочно будет включать в бюджет страховые взносы, и уж тем более недопустимо налог на доходы физических лиц за счет других источников, или привлеченных средств, или собственных средств данного физлица, или собственных средств организации. К сожалению, такие нарушения, такие ошибки тоже очень часто встречаются. Значит, запоминаем, ставка с учетом НДФЛ уже, потому что мы потом начисляем эти 13% и удерживаем у сотрудника физического лица. И страховые взносы – это ответственность работодателя. То, что касается по привлеченным специалистам, расчет делаем в зависимости от времени, сколько будет оказывать услугу или выполнять какую-то работу ваше физическое лицо по вашему проекту. Например, юрист у вас консультирует весь срок реализации проекта, 12 месяцев, значит, берем его ставку, там, условно, 10 тысяч рублей, это с подоходным налогом, он у вас 8700 получает на руки, 1300 НДФЛ, плюс страховые взносы 27,1% рассчитываем и умножаем на количество месяцев. Все 12 месяцев юрист у вас консультирует. Вот у вас получится сумма, которую вы просчитываете в бюджет. Если вдруг вы пригласили фотографа на свое мероприятие, понятно, что это разовое. Значит, фотограф у вас на мероприятии там по своей ставке, как я уже говорила ранее, установлена средняя ставка в вашем регионе оплаты фотографа в час. Вы умножаете на количество часов, сколько он отработает. Опять не забывайте, что это сумма с учетом НДФЛ. Умножаете на процент страховых взносов и получаете сумму, которую включаете в бюджет. Командировочные расходы, все понятно, проезд ЖД-транспортом, ну, ЖД у вас нет, авиаперелет, может быть, автомобильный транспорт, проживание суточные только для штатных сотрудников, вот это типичная
ошибка, потому что если это у вас привлеченные специалисты или если это участники мероприятия, их расходы мы просчитываем по другой статье, программные расходы, то есть по статье командировочные только для штатных сотрудников. И обязательно внизу комментарии к статье, когда четкий расчет: авиаперелет 10 тысяч, плюс проживание в гостинице там 3 тысячи умноженное на количество суток, плюс норма суточных 700 рублей, установленная по России, опять умноженная на количество суток, чтобы эксперт не гадал над вашей только итоговой суммой. Вот, как я уже говорила, особенность именно вашего порядка по статье «Арендная плата». Здесь нужно на понимание, что арендная плата за пользование помещения может быть при проведении мероприятия, и тогда это ваша отдельная статья, это входит в общую статью программных расходов именно при проведении мероприятия. Но также допускается аренда помещения офисного для ваших сотрудников штатных, которые будут непосредственно выполнять проект, и это уже аренда относится к статье административные, общие административные или офисные расходы, то есть включаем по данной статье. Также стоимость в месяц арендной платы, умноженная на количество месяцев. И здесь необходимо учитывать вашу особенность с учетом или нет коммунальных платежей. Вот самая большая ваша статья бюджета, которая включает все прямые расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта. Здесь у нас идет оборудование. Если проводите мероприятие, может быть покупка стендов, баннеров, кепок, футболок и так далее, в зависимости от вашего проекта. Пошив костюмов, покупка расходных материалов, ткань, не знаю, там глина, шерсть какая-то для валяния. Может быть, это какие-то материалы расходные для украшения помещения, где вы проводите итоговое, допустим, мероприятие, организация кофе-пауз, канцтовары для мероприятий, раздаточные материалы для участников. Здесь же у вас типографские расходы. Ну, вот очень объемная такая статья, которая включает, наверное, большой перечень, но в то же время я думаю, что но только если как исключение какой-то проект, который бы включал вот этот весь набор подстатей. То есть вы выбираете или включаете в эту статью только то, что соответствует именно вашей цели и задаче расходы, а не все подряд, что здесь указано. Так, по административным расходам, как я уже говорила, аренда, но именно офисного помещения, то есть ключевое слово офисные или коммунальные услуги, услуги связи, интернет, ну сотовая связь, чаще всего оплата сотовой связи запрещена за счет целевого финансирования, расходные материалы и канцтовары, необходимые вашему бухгалтеру для подготовки отчета, в том числе и финансового отчета по данному гранту, услуги банка, почтовые расходы и общие офисные, общие административные. И последний сайт – типичные ошибки. Еще раз. То есть я останавливалась на каждой из этих ошибок более подробно. Вот на этом слайде можно себя еще раз проконтролировать. То есть обязательно наличие комментариев к расходам по каждой статье бюджета. Проверяем после того, как мы просчитали весь бюджет, соответствие порядку, то есть по сроку реализации, чтобы это не было больше, в вашем случае 12 месяцев срок реализации проекта, допустимо 3, 6, 11 на ваше усмотрение, меньше, да, больше нет. Ни недели больше, только строго в сроки реализации. Недопустимо завышение суммы гранта, смотрим приложение по направлениям конкурса и указанным суммам. Соответствие бюджета содержательной части календарному плану, чтобы не было так, что мы чистим речку, а покупаем там принтер, например. И если уж он вам необходим, тот же принтер или ксерокс
накопировать листовки или напечатать, значит, нужно это обосновать. Представление коммерческого проекта как социальной инициативы недопустимо. Отсутствие софинансирования, тоже, как я уже говорила, в порядке у вас не прописано, но такой критерий в оценке есть. Запрос средств на недопустимые расходы, изучаем 2 слайда недопустимых расходов, и запрещение начисления и перечисления НДФЛ и страховых взносов за счет собственных средств организации. Ну вот по моим часам у нас остается 4-5 минут на ответы, вопросы. Давайте мы следующий слайдик такой включим с вопросами, да? Да, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, можно включить сейчас микрофон или написать их в чат. Это вот, я не знаю, как вы, я всегда, когда задумываюсь о финансах, у меня вот такое вот лицо, как у Фрая из Футурамы появляется. Давайте мы, наверное, выключим демонстрацию. Хорошо. Посмотрим, что у нас в чате. Альбертна, вы на этот вопрос ответили? Нет. Да, это был самый первый вопрос. Посмотрите, пожалуйста, на него, ну, по вашей тематике. А я давайте сейчас у нас чат открою и посмотрю, что у нас в чате. Да? Так, ну давайте, вот меня же слышно, мне отключили еще свой микрофон. Слышно, да. Был такой вопрос. У нас минимальная оплата труда МРОТ равен 11 280 рублей. Однако суммы грантов зачастую не позволяют назначить такую зарплату сотруднику. ФНС терзает письмами об этом несоответствии. Почему мы оплачиваем исполнителям проекта зарплаты ниже МРОТ? Какой выход из этого положения? Вот то, что я говорила про процент занятости. То есть зачастую мы, все наши штатные сотрудники не работают 100% по одному проекту. Или даже если он у вас один, и я так понимаю, если не позволяет сумма этого гранта включать такую сумму, значит, вы спокойно указываете, что сотрудник у вас работает 50, там 40%, сами уже просчитываете, и тогда у вас не будет никаких замечаний со стороны налоговых органов, со стороны финансирующей организации, то есть вы выполняете все условия и начисляете зарплату, которая заложена у вас в бюджете, и не нарушаете законодательство. Больше вопросов пока нет. Коллеги уважаемые, если есть какие-то вопросы, обозначьтесь, пожалуйста, включите звук. Если нет вопросов, то мы можем сказать, что презентация у вас будет, так же, как и в прошлый раз. Видео тоже будет, оно сегодня будет конвертировано, сегодня оно обработается. Ну, наверное, в понедельник уже, да, мы разошлем. Ольга, можно спросить, да? Ага, вот Константин, да? Давайте. Да, ага. Мы вас слышим, задайте, пожалуйста, вопрос. Грант президента когда будет, и сроки, и где можно посмотреть, на каких сайтах? Грант президента, вы имеете в виду гранты фонда президентских грантов, я правильно понимаю? Да. Значит, по второму конкурсу 2020 года, тот, который уже прошел, да, по нему результаты должны быть известны в начале июня, ну, мы ждем прямо, наверное, в первый понедельник июня, совсем скоро уже. Сроков проведения следующих конкурсов, насколько я понимаю, пока еще неизвестны. Если вы загуглите президентские гранты.рф, вы выйдете на сайт фонда президентских грантов. Можно прямо русскими буквами загуглить президентские гранты.рф. У них сайт хороший, понятный, там легко будет. Это президентские Российской Федерации, либо вот нашей республики президент? Это гранты президента Российской Федерации. Если вы спрашиваете про грант, который грант главы Республики Саха-Якутия, то вся информация на портале One Click Якутия. Ну и еще, да? Наверное, на ведомственных, да, порталах. Это вот Ольга может лучше подсказать. Можно я комментарий, да? Да. Ну, что касается грантов главы Республики Саха-Якутия, у нас не президент, у нас глава Республики Саха-Якутия, завтрашнего дня, с 23 мая, начинается прием заявок онлайн на портале One Click Якутия. Там же размещен указ главы Республики Саха-Якутия и приказ министра по делам молодежи от 9 мая. Вы тоже увидите там. Я думаю, что в приказе есть номера телефонов, где вы можете получить консультацию.
И там мой номер указан, сотрудников Министерства по делам молодежи. Я думаю, на портале будут размещены дополнительные, можете получить ответы на свои вопросы. Еще, вот сегодня мы будем, у нас в 5 часов будет в Инстаграме на страничке, надеюсь, многие подписаны, НКО Якутия, я буду говорить о требованиях и особенностях, да, и условиях участия в конкурсе грантов главы. Так что сегодня в 5, милости просим, заходите в Инстаграм, мы будем также вещать, это организатор Министерства по делам молодежи. Про запись хотела сказать, у нас есть страничка на YouTube-канале, она называется «Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Саха-Якутия». Вы туда заходите, первый вебинар у нас уже залит, и наши все, нашего центра, да, обучающие мероприятия. И, да, скорее всего, в понедельник будет сегодняшняя часть, то есть со всеми презентациями, да, вы в видео все это можете посмотреть. Также коллегам можете разослать. Если есть вопросы, прямо есть очень хороший момент сейчас задать их, потому что у нас заканчивается эфир. Ольга, в чате задают вопрос, напишите, пожалуйста, название странички в Инстаграме, чтобы легче было найти. Еще такой вопрос. OnClick — это который на сайте Примерии, да, который там с голосованием, и нет? Так, значит, сейчас поясню. Действительно, у нас сейчас может такая небольшая путаница произойти, потому что для коллег из города Якутска очень известен портал OneClick Якутск. Правда? Мы с вами все участвовали в народном бюджете и так далее. Но у нас появился, он не одноименный, он похожий, но портал, который называется теперь OneClick Якутия, и он абсолютно новый, он специально для жителей нашей республики, для представителей муниципальной власти, и там есть раздел «Гранты главы Республики Саха-Якутия». Вот там вся информация есть и онлайн. Я надеюсь, все будет хорошо, и онлайн завтра прием начнется. С 23 мая у нас прием заявок по 21 июня. Да, вот сейчас как раз время структурировать свою заявку, разработать и пригласить команду, подумать над бюджетом, задать вопросы нам, организаторам, Министерству по делам молодежи. Если можете задавать, у нас присутствуют здесь уважаемые юристы, специалисты министерства. Да, вот здесь ссылку, спасибо большое, Сардана, специалист Министерства по делам молодежи, скинула на сегодняшний прямой эфир. Видите, да? Есть ссылочка, полностью вставили. Еще один вопрос появился. А еще такой вопрос, последний, можно, да, сказать. А вот коронавирус мешает вот проведение гранта или реализации гранта, например? И сроки вообще этого вируса, когда заканчивается? Есть информация у вас? Не знаю, я могу дать комментарий. Вот сейчас лично я ориентируюсь по ЕГЭ, да, единый государственный, абсолютно со всех каналов было озвучено, что 29 июня начнутся очные прямо экзамены для наших выпускников. Значит, я для себя ориентируюсь уже, что мы к концу июня должны с вами, ну, дай бог, чтобы было все хорошо, выходить уже из онлайна в офлайн, да, и, наверное, мы будем приступать к мероприятиям. Но нужно понять, что процедура конкурсная, она займет время, и вы только в августе сможете стать официально победителем, да, получить средства и так далее. В любом случае нужно всегда перед тем, как участвовать в любом конкурсе, нужно изучить правила игры. И поэтому нужно посмотреть сроки, да, внимательно. Это в приказе все министра есть. И начать ориентироваться. Но я думаю, что если проект рассчитан на 12 месяцев, и начнете с сентября, например, да, свой проект, то думаю, что уже коронавирус не будет нам мешать. Ну и в то же время это форс-мажор,
да, это обстоятельства непреодолимой силы, и они учитываются даже фондом президентских грантов. Мы все сейчас переносим сроки, мы меняем, да, календарный план, вносим корректировки, поэтому нужно понять, что это по независящим от вас причинам. Я думаю, что все будет хорошо, и начать проект вы сможете в срок. А по НКО сроки есть, да, ограничения Нет. там? Этот конкурс, он уникален тем, что может абсолютно свеженькая, новая организация принять участие в конкурсе. То есть нет никаких препятствий. Но не надо забывать, что в критериях оценки есть такой пункт, как опыт, да, команды и опыт участия. Спасибо большое. Так, у нас поступил еще один вопрос от Лены Павловой. Можно ли на одну идею привлекать средства нескольких грантов и фондов? Конечно, прямого запрета на это нет, но нужно все время понимать, как вы будете разграничивать и отчитываться по результатам. Да, это, наверное, больше приемлемо именно для больших таких долгосрочных проектов, когда еще необходимо учитывать, включать и привлекать средства как софинансирование и собственный вклад организации. Здесь, наверное, можно на одну идею. А если у вас как бы незначительный по срокам реализации, по сумме, повторюсь, запрета нет, но необходимо именно разносить результаты и уметь грамотно отчитываться по всем источникам финансирования, чтобы не получилось так, что за одну идею или один проект вы поддержали, там, вы получили поддержку от разных грантодателей и отчитываетесь, соответственно, одним и тем же проектом. Добрый день. Здесь хотелось бы от себя комментарий добавить. Главный специалист Министерства по делам молодежи, разработчик данного положения, гранта Шадрин Владимир Алексеевич. По данному вопросу мы включили пункт в порядок, согласно которому запрещается предоставление грантов именно тем участникам, которые являются победителями по определенному уже проекту. Да? То есть за один и тот же проект вы средства грантов не сможете получить. Допустим, вы выиграли проект в конкурсе фонда президентских грантов, и с этим же проектом вы уже не можете участвовать в конкурсе грантов главы. Вот это надо будет иметь в виду. Спасибо за ваши комментарии. Да, тогда пожелание было к участникам наиболее конкретно писать, что имеется в виду, потому что когда я отвечала как бы в принципе, да, возможно ли с одной идеей. Если интересуют такие вопросы конкретно по вашему конкурсу, то просьба как бы на это акцентировать внимание. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Если больше вопросов нет, есть все наши контакты, пожалуйста, если необходимо будет консультация, мы готовы проконсультировать вас. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги Сибирского центра. Очень приятно было пообщаться в таких условиях, несмотря на то, что мы онлайн, но мы очень близко друг к другу. И мы будем продолжать серию наших вебинаров. Следующий вебинар у нас запланирован на 9 июня. Но 9 июня и 16 июня – это специально для экспертов, для уважаемых экспертов конкурса, чтобы понять процедуру проведения экспертизы, да, каким образом соответствие критериям, условия, требования и так далее. Поэтому мы все знаем Сибирский центр как школу оценки, мы все прекрасно знаем, и поэтому вот как раз учиться оценивать проект, уважаемые эксперты смогут с 9 июня аж по 6 июля. Мы 3 раза будем встречаться. А уважаемые коллеги, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, обращайтесь к нам, и мы еще, я думаю, запланируем вебинары обучающие, ответы на острые вопросы, комментарии и так далее в течение приема заявок. Спасибо вам большое. Всем успехов. Спасибо, коллеги.
Успехов всем в заполнении заявок. Желаю каждому получить грант, каждому участнику, кто заявится. Да, давайте. Всего хорошего. До новых встреч. Победы в конкурсе. Да. Спасибо вам.